Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 27 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Рогуне встретился с работниками Рогунской гидроэлектростанции и активом города Рогуна. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, после посещения строительной площадки гидроэлектростанции и ознакомления с ходом строительных работ поделился с глубокими аналитическими размышлениями и поставил перед рабочими конкретные задачи по расширению работ и обеспечению контроля качества. 27 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Рогуне встретился с работниками Рогунской гидроэлектростанции и активом города Рогуна. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, после посещения строительной площадки гидроэлектростанции и ознакомления с ходом строительных работ поделился глубокими аналитическими размышлениями и поставил перед рабочими конкретные задачи по расширению работы и обеспечению контроля качества. Было подчеркнуто, что достигнутые на сегодняшний день показатели лучше и значительнее прошлогоднего посещения. Говоря о значении этого важного энергетического объекта, глава государства отметил: с возведением и полным запуском Рогуна мы обеспечим процветание Таджикистана сегодня и завтра, счастливую жизнь нынешнего и будущих поколений. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что первые два агрегата Рогунской ГЭС с момента ввода в эксплуатацию до настоящего времени произвели 9,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, сумма которых составляет 2,1 миллиард сомони. Было отмечено, что в 2026 году ожидается замена временных рабочих колес 5 и 6 агрегатов на постоянные рабочие колеса. По мере реализации этого шага объем производства электроэнергии будет еще больше увеличиваться. В ходе анализа состояния строительных работ было подчеркнуто, что необходимо обеспечить скорость и качество строительных работ гидроэлектростанции, а также на высоком уровне и в соответствии с международными стандартами ускорить возведение плотины и в установленные сроки ввести в эксплуатацию очередные мощности гидроэлектростанции. Было подчеркнуто, что с начала 2025 года на выполнение работ за счет бюджетных средств израсходовано 4,3 миллиарда сомони. В целом, с 2008 года по настоящее время правительством страны на завершение работ по строительству гидроэлектростанции за счет государственного бюджета и других источников направлено более 48 миллиардов 100 миллионов сомони. В настоящее время на объектах станции работают 18 300 рабочих и инженерно-технических работников. Количество машин и механизмов доведено до 3721. В частности, в период 2024-2025 годов для ускорения работ по строительству 443 новые машины и механизмы. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, обязал заказчика и подрядчиков сооружения Рогунской гидроэлектростанции обеспечить расширение работ и своевременное выполнение намеченного плана строительства. Компании «Вибиль» было поручено обеспечить подъем уровня плотины в установленные сроки и обеспечить наполнение водохранилища до отметки 1100 метров к концу сентября текущего года. Перед компанией «Вибиль» была поставлена задача воспользоваться благоприятными погодными условиями и организовать работы в круглосуточном режиме, увеличить количество машин и механизмов, обеспечить необходимый запас материалов для возведения плотины и принять практические меры для эффективного использования конвейерной линии. Компании «Таджик Гидроэлектромонтаж» поручено обеспечить готовность строительного тоннеля 4-го яруса к эксплуатации со всей мощностью по паводковому сезону, то есть не позднее апреля 2026 года. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил подрядчикам принять дополнительные меры для выполнения работ в установленные сроки и на высоком качественном уровне. Было отмечено, что правительство страны уделяет постоянное внимание решению социальных проблем населения, переселенного с мест затопления. В этом направлении осуществляет необходимые меры. Подчеркнуто, что до сегодняшнего дня дирекция зоны затопления обеспечила 15 400 членов семей из Нурабадского района и города Рогуна, находившихся в первой и второй стадии затопления, постоянным жильем и земельными участками в Дангаринском, Нурабадском районах, районе Рудаки, Файзабадском районе и городе Турсунзаде. Глава государства подчеркнул, что на территории строительства гидроэлектростанции и в ее окрестностях одновременно продолжается возведение автомобильных дорог и мостов, а также уделяется
уделяется серьезное внимание проведению линии питьевого водоснабжения. В завершении своей речи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поставил конкретные задачи перед соответствующими министерствами и ведомствами, наблюдательным советом акционерного общества «Рагунская ГЭС», акционерным обществом «Рагунская ГЭС», государственным учреждением дирекция зоны затопления «Рагунская ГЭС» и подрядчиками по сдаче в эксплуатацию промежуточных объектов и дополнительных мощностей Рагунской ГЭС в установленные сроки, а также по привлечению необходимых финансовых средств. После выступления президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, о ходе работ на Рагунской ГЭС премьер-министр Республики Таджикистан, уважаемый Кохи Расулзода, выступил с докладом и, в частности, сообщил, что работы во всех направлениях продолжаются планомерно. Он выразил уверенность, что все поручения и рекомендации лидера нации по достижению энергетической независимости страны к августу 2027 года будут выполнены своевременно и на высоком качественном уровне. 26 августа председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, с официальным визитом прибыл в город Астану Республики Казахстан. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, с официальным визитом прибыл в город Астану Республики Казахстан. В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, тепло встретили председатель Сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев и другие официальные представители. 26 августа в рамках официального визита в Астану председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в знак уважения к истории и единству народа Казахстана возложил венок к мемориалу «Защитники Отечества». В рамках официального визита в Астану председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в знак уважения к истории и единству народа Казахстана возложил венок к мемориалу «Защитники Отечества». В церемонии возложения венка председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, сопровождали заместитель председателя Сената парламента Республики Казахстан, заместитель акима города Астаны и другие официальные лица. 26 августа в рамках официального визита в Республику Казахстан председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, провел встречу с председателем Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым. 26 августа в рамках официального визита в Республику Казахстан председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, провел встречу с председателем Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым. В ходе встречи руководителей верхних палат парламентов и переговоров в расширенном составе с участием парламентских делегаций Таджикистана и Казахстана были рассмотрены текущие состояния и перспективы двусторонних отношений, межпарламентские связи, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, выразил благодарность председателю Сената парламента Республики Казахстан за приглашение совершить официальный визит и подчеркнул заинтересованность таджикской стороны в высоком уровне дружбы и всестороннего сотрудничества с Казахстаном. Стороны выразили удовлетворение положительной динамикой стратегических и союзнических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан и высоко оценили значимый вклад глав двух государств, уважаемого Эмомали Рахмона и уважаемого Касым-Жомарта Токаева, в укрепление этого процесса. Отмечено историческое значение подписания договора о союзнических отношениях между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан, который открыл новую страницу в истории сотрудничества двух стран. На встрече межпарламентские связи были названы одним из ключевых направлений комплекса отношений между двумя государствами. Маджлиси Милли и Сенат парламента выстроили взаимовыгодное сотрудничество на постоянной и качественно высокой основе, играя все более важную роль в укреплении доверительных отношений между государствами. Было выражено удовлетворение устойчивым развитием двусторонних связей стран в политической, торговой, экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и военно-технической сферах.
Стороны подчеркнули внимание к постоянному расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Приоритетными направлениями экономического взаимодействия Таджикистана и Казахстана были названы отрасли горнодобывающей, легкой, пищевой и химической промышленности, цветной металлургии, фармацевтики, машиностроения, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и связи. Цифровизация экономика была названа одним из перспективных направлений сотрудничества между двумя государствами. Отмечено, что Таджикистан и Казахстан эффективно взаимодействуют в обсуждении вопросов водных и климатических проблем, а также рационального использования водных ресурсов региона. Далее стороны уделили особое внимание вопросам развития и расширения культурно-гуманитарных связей, в частности, в области образования, науки и культуры. Проведение Дней культуры и организация совместных научно-практических и культурных мероприятий были признаны важными. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Стороны поддержали продолжение конструктивного сотрудничества двух государств в направлении укрепления границ и совместного противодействия транснациональным угрозам и вызовам. В рамках официального визита в Республику Казахстан председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в Астане ознакомился с деятельностью международного технопарка Астана Хаб. В рамках официального визита в Республику Казахстан председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в Астане ознакомился с деятельностью международного технопарка Астана Хаб. Было сообщено, что Астана Хаб является одним из крупнейших международных технопарков информационных и технологических стартапов в Центральной Азии. Данный технопарк был создан в 2018 году с целью поддержки и развития технологических компаний Казахстана и зарубежных стран, направленных на создание благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Следует отметить, что в июле 2025 года, благодаря очередной инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, была принята резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии», в которой в качестве первого международного документа уделяется внимание процессу внедрения искусственного интеллекта на региональном уровне. Эта инициатива позволит создать оптимальные условия для достижения целей устойчивого развития за счет эффективного использования цифровых технологий и искусственного интеллекта. В связи с этим председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, счел полезным изучение эффективной деятельности и опыта технопарка Астана Хаб в этом направлении. 26 августа 2025 года в зале детской школы искусств имени Одины Хошима состоялось торжественное награждение финалистов третьего этапа республиканского конкурса «Фуруги Субхидону и Китобаст». Мероприятие, организованное по инициативе исполнительных органов государственной власти столицы, собрало лучших чтецов и ораторов, которые завоевали право представлять город на республиканском уровне. Торжественное мероприятие открыла заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода, отметив в своей вступительной речи, что конкурс «Мудрости за россияне» книга проводится на основании указа президента Республики Таджикистан от 2 января текущего года, а также постановления председателя города Душанбе от 20 марта 2025 года. Среди воспитанников и учащихся общеобразовательных учреждений, студентов средних, высших профессиональных учебных заведений, а также представителей различных профессий с целью популяризации чтения, развития интеллектуального потенциала, выявления новых талантов в ораторском искусстве и пропаганды национально-культурных ценностей. Городской этап конкурса прошел в атмосфере здоровой конкуренции, и для участия в республиканском этапе были отобраны 90 человек по номинациям конкурса. В городском этапе конкурса «Мудрости за россияне» книга из 4 районов столицы участвовало 360 победителей второго этапа, в том числе 109 воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, 44 студента средних и высших профессиональных учебных заведений, 21 представитель различных других профессий. Участники продемонстрировали свое мастерство в рамках установленных требований конкурса.
включая исполнение произведений классической и современной таджикской литературы, детской литературы, мировой литературы, а также показывали поэтический талант в произведениях, посвященных Таджикистану, дружбе, братству, добру и милосердию, чистой человеческой любви, миру и согласию. Победители, занявшие первые места, получили 30 тысяч самани, вторые места – 20 тысяч самани. А вот те, кто оказался на третьем месте, получили 15 тысяч самани из средств резервного фонда председателя города Душанбе. Также победителям были вручены дипломы и памятные подарки. Городской этап конкурса проходил с 11 по 17 августа в зале государственного учреждения Центра развития детей и подростков города Душанбе. В состав жюри вошли известные поэты, писатели, литературные деятели и эксперты, которые оценивали выступления участников по строгим критериям. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. До следующих новостей. Всего доброго.